самом деле никакого, упаси Господь, наезда на президента не было. Значит, ко мне поступило обращение жильцов с улицы Лунгинова о том, что отсыпается участок, и из-за этой отсыпки вода начинает заливать дома. Значит, мы отправились туда, это обычная наша практика, отправляться на участки, откуда поступают заявления. Значит, там ездили КАМАЗы с наклейками Туймада, Агроснаб, да, по-моему. Вот мы сделали запрос, они сказали, что их наняла другая фирма. Все, в принципе, к Туймаде, Агроснаб у нас других вопросов не было. Мы перешли уже, значит, к непосредственным владельцам этого участка, запросили в агентстве земельных отношений, кому он относится. И на самом деле расследование этого инцидента, если можно так сказать, до сих пор еще не завершено. У меня есть подозрение, что этот участок выделялся незаконно. Поэтому на блоге на своем я эту ситуацию держу под контролем и обязательно откомментирую, когда появится официальный ответ от Агентства земельных отношений, от АБЭП, ну и других компетентных органов. Почему я вообще начал вести блог? И очень многие меня упрекают, там, что я встрепенулся вот перед выборами. На самом деле, мне мои друзья, мои союзники, очень часто они мне всю плешь проели, на самом деле, да. Почему ты не говоришь о том, что ты делаешь? Ну, вот, в общем-то, они допилили меня, и мы просто начали рассказывать о том, что мы делаем, ну, скажем так, в рабочем порядке, рутинные наши дела. После расследования по этому участку у нас началась, дай бог памяти, ситуация с детским садом «Ивушка». Да, мы помогли, в общем-то, я считаю, сделать так, чтобы его не закрыли, а заведующего детского сада не уволили с волчьим билетом. Пока ситуация под контролем. Дальше у нас там были темы, вот мы провели футбольный турнир. Мое любимое детище, да, мне очень нравится, в общем, говорить об этом. Ну, я пока воздержусь. Значит, другие какие-то новости, которые мы будем публиковать по мере их актуальности.